Аренда, она не подразумевает передачу земли. Аренда, она только строго под определенный вид деятельности. Принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды лесного участка для заготовки древесины в границах этого же фонда имеет право любой гражданин России, поясняет замминистра природных ресурсов и экологии Ахметхан Шадиев. На встрече с жителями Аль-Юрта были затронуты наболевшие вопросы, главные из которых – смысл, плюсы и минусы такой аренды. Для нас целью было что? Донести информацию до людей, что из себя представляет аренда, чтобы люди понимали, что она нужна, понимали, что полезного она может принести, в первую очередь для леса и для самого села. Что это и дополнительные рабочие места создаются у нас, это и доходы, и в бюджет республику, и в доход, в бюджеты сел, непосредственно населенных пунктов, где будет развиваться производство. И в первую очередь снять вопросы, которые не совсем правильно были освещены в интернете. Речь идет о договорах, заключенных по итогам аукциона, проведенного 11 ноября прошлого года. Тогда право на аренду лесных участков получили 2 индивидуальных предпринимателя и 2 общества с ограниченной ответственностью. Торги в то время шли на 2 электронных площадках. Если на первой вся необходимая информация была предоставлена вовремя, то на другой она появилась с опозданием по технической причине, рассказывает Ахметхан Шадиев. По его словам, при проведении процедуры торгов были допущены непреднамеренные нарушения. Мы попросили ФАС проверить законность именно всех этапов выставления, проведения аукциона. Человеческий фактор, там были действительно нарушения, там цифровая подпись не прописывалась, поэтому специалист вовремя не выставил на одном из сайтов, на нескольких сайтах выставлено, на одном не было выставлена информации. И учитывая это, мы встретились с нашими арендаторами, они нам навстречу пошли, мы расторгли договора, не дожидаясь решения суда. Среди собравшихся есть и индивидуальные предприниматели, которые по тем или иным причинам не могли мониторить те же аукционы. Производство, если и по 10 лет, и по лилю. Участвовать, geen dag is torgji dan als we gaan bij kwart zei het waar haast de jongen systeem weet het waar aan de toch gji hier aan zo'n scheetje moet weer تحمل الدرع واقور بسيان حج قور جور خيشي. Местные жители также обеспокоены вопросом отношения арендаторов к лесному участку. Именно на них заключение такого договора возлагает ряд обязанностей. Так, лицо, арендуемое лесной участок, обязано осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия, а именно очистку лесов от захламления, вырубку поврежденных лесных насаждений, также производить работы по лесовосстановлению и, конечно, исключать возможность появления пожара. В чем разница между арендой и бесконтрольной рубкой? У нас же аренда направлена на что? В первую очередь на то, чтобы бороться с незаконными рубками. Что если будет человек какой-то ответственный, можно будет с него спросить. Между тем, Министерство природных ресурсов и экологии напоминает, согласно статье 72 Лесного кодекса, срок аренды может составлять от 10 до 49 лет. Однако в случае нарушения арендатором условий договора арендодатель имеет право расторгнуть его в любое время. Жарайдат Хулухоева, Адам Мережков, Магомед Белакиев, Новости 24.